Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем наши видеоуроки. Я Александр Чепиков, чемпион мира и главный тренер сборной Республики Саха-Якутия. Не получится нанести удар при вот таком положении. Хотя, сохраняя параллельность кия, мы тем самым сможем нанести именно точный удар. Но этот удар существует, он называется накат. Удар не в центр шара, а поверху шара. И многие задирают ки, потому что думают, что киксанут. На самом деле, если сделать все правильно, расслабить кисть, то удар поверху шара можно сделать, и никакого кикса не будет. Кикс – это удар, когда наклейка проскальзывает по шару, я сейчас его покажу. Вот, именно вот этого удара большинство и боится. Но бояться нечего, нужно учиться. И учиться бить не только в центр шара, но также и поверх шара. Удар так называется с накатом. Наносим удар. Удар с накатом, он привлекателен тем, что шар крутится вперед и идет вслед за шаром, по которому мы ударили. Говоря о таком понятии, как кикс, также хочется рассказать о том, что такое мел. Мел в бильярде используется иногда в клубах, встречаешь посетителей, играющих, и они на мел смотрят так, что думают, что это какие-то, как говорится, понты, что там люди мелят для того, чтобы понтоваться. Нет, на самом деле у мела есть практическая составляющая. Он позволяет наклейке, кончику кия, иметь хорошее сцепление с шаром, чтобы не было кикса. Потому что если мелить не будем, то здесь будет поверхность очень гладкая, и сцепление с шаром будет очень плохое. Поэтому мелить нужно до каждого удара, до нанесения удара. Не после, а до того, как киксанули. И вот это вот сцепление, оно как раз таки и поможет тому, чтобы сделать правильный удар. И удары с борта поверх шара не должны будут вызывать в скором времени у вас страх киксануть. Делать правильный удар. Удары с борта поверх шара. Так, раз уж я заговорил о мелке, также ки состоит не только из дерева, сам ки состоит из разных пород дерева. Как правило, стандартный ки. Возьмем вот этот ки, он состоит из черного граба и также белого граба. Это два разных дерева, по-разному обработаны. Ки скручивается в данном случае пополам, складной ки. Также есть цельные ки. Раньше ки подобного рода цельные, они ценились гораздо больше, потому что качество цельного кия в ударе было намного больше. Но сейчас технологии идут вперед, и ки разборный стал не хуже цельного кия. Может быть, даже где-то местами лучше, потому что баланс, тем самым, что здесь есть металлическое вкрапление, баланс можно регулировать по всему кию, так как задумал мастер или так, как захотел спортсмен. Ки можно заказывать абсолютно под своим параметрам, и каждый мастер может это сделать. Вот в этой части кия расположен груз. Это самая тяжелая часть кия, турняк называется. Вот эта часть турняк, а вот эта половина – это шафт. Вот это вот белый – это шафт. В турнике вот здесь вот внутри расположен свинец. Это груз, который располагает каждый мастер по-разному.
Кто-то располагает в основном весь свинец в самой задней части, кто-то располагает мелкими частями по всей длине турника. В общем, это свои хитрости у каждого мастера. Они не все выдают свои секреты, и каким образом они укладывают, каким клеем склеивают дерево между собой. Потому что вот если присмотреться, здесь очень сложная работа. Именно очень много мелких частей, которые склеены между собой. Это не рисунок, это не маркером нарисовано, это маленькие части деревьев, склеенные между собой. Вот этот рисунок, он делается на компьютере, но многие части делаются вручную, мастерами выпиливаются. Один кий делается около месяца, потому что его нужно, мало того, что сделать, его нужно будет как следует просушить, потом как следует отшлифовать и пролакировать, потому что дерево, как в принципе все деревья, если не защитишь их лаком, каким-то покрытием, то дерево имеет такое свойство, как оно либо впитывает, либо отдает влагу. И тем самым кий может искривиться. Как многие приходят и говорят, что вот кий на самом конце загнут немножко в сторону. Это от того, что вот здесь вот есть какое-то повреждение, какой-то удар, допустим, кто-то сделал вот здесь вот, и лак стерся. И вот именно вот в этом месте выходит влага из кия, и тем самым сужается, поры сужаются дерева. И кий немножечко вот так вот гнется в эту сторону. Это сплошь да рядом, и относиться к инвентарю надо бережно. Кий — это как продолжение тебя. То есть так по шарам бить там сильно нельзя. Вот, конечно же, еще очень важно, чтобы кий был ровный, потому что чтобы попадать туда, куда вы хотите, он должен иметь прямолинейность. Ну, самое важное — это вот эта часть, чтобы была ровная. Вот, в свое время я выиграл чемпионат России, но у меня был кий очень кривой, я тогда только начинал играть, у меня в 3 стороны был кий кривой, но покрутив его вот так вот, я нашел одну ровную сторону и сделал пометку здесь ручкой, в какой стороне он ровный. И вот таким вот кием выиграл чемпионат России. Вот. Конечно же, после этого я приобрел себе хороший уже кий. Забыл эти времена, когда приходилось играть чем попало. Вот. Поэтому берегите кий. Не носите его по холоду, старайтесь не носить, потому что все-таки перемерзание его может так получиться, что если кий перемерз, где-то образуются трещины. Или вот здесь вот, где клей, где проклеено, где-то образуются трещины. И кий со временем при малейшем падении где-то может просто развалиться. И уже, наверное, уже не восстановить. Хотя мастера, у нас в городе этого, увы, пока что нет. Мастера могут творить чудеса и восстанавливают, допустим, в той же Москве, мастера восстанавливают кий полностью. Каждую часть могут расклеить между собой и склеить заново. В нашем случае проще купить новый кий. Так что берегите инвентарь, не таскайте по холоду. И также это касается и очень горячих помещений. Если вы в бане оставите его, он тоже может поменять свою форму и искривиться. Также на кие, вот именно на этой модели, есть на рукоятке, на турнике такие зазубринки, насечки, их называют по-разному. Это для хорошего сцепления руки с кием, потому что на соревнованиях у многих от волнения потеют руки, и кий может во время удара прям выскочить. Но вот эти зазубринки, они позволяют держать плотно кий и не дать выскочить кию.
Также немаловажно следить за качеством наклейки. Наклейка – это отдельная часть на конце кия. Она делается из прессованной кожи. В данном случае это многослойная наклейка. И, как правило, делается из свиной кожи, ну, также по разным технологиям. Эта наклейка делается в Японии, и она очень качественная. Качественная она тем, что она очень хорошо может закрутить шара, и при этом сохранив правильную траекторию полета шара. Очень важно также, что форма самой наклейки, да, она должна быть примерно как вот если поделить шар пополам, она должна быть сферичной. Она должна иметь такую полукруглую форму. Это очень важно, потому что при ударе с винтом влево, вправо, вверх или вниз площадь соприкосновения наклейки с шаром будет намного больше. И удар будет и точнее, и не будет такого икса. И можно будет исполнять такой удар, как оттяжка, и не бояться, что произойдет кикс. Есть 5 основных точек на шаре. Это удар в левую сторону от центра шара. И новички делают ошибку, когда все шары пытаются бить задранным кием. Попасть по сукну, по столу, разбить кий, либо порвать сукно. Попасть по сукну, по столу, разбить кий, либо порвать сукно.